Вельмі прыемна, што у нас ёсць слухачы і у нас ёсць чытачы, таму што Радыё Свабода сёння гэта ўжо больш, чым радыё. Радыё Свабода гэта сёння і радыё, і інтэрнэт, гэта і відэо, і, канешне ж, выдавецтва. Дзеля гэтага мы сёння і сабраліся, каб адзначыць 10 гадоў нашай выдавецкай дзейнасці. І я для пачатку даю слово дырэктару беларускай службы Радыё Свабода, журналісту, пісьменніку, публіцысту Александру Лукашуку. Гэтыя кнігі «Свабоды», кожны з іх мае сваю гісторыю. Тут знаходзяцца некаторыя аўтары гэтых кніг, якіх Вячеслав Ракіцкі прадставіць. Я скажу толькі одно слово про самую першую кнігу. «Верш на свабоду». 2001 год. Так? Многих вас еще не было на свете. И мы думаем, ну вот что такое свобода для 21-го стагоддзя? Чым як зразумець? Ну, так, скончилось 20-е, даволі такое цікавае стагоддзе. И мы звярнуліся до наших слухачоў, напишите верш. Что вы думаете, что такое свобода? И вот, знаете, про беларуса поэтов, не поверили бы. Мы атрымалі больш за 1000 вершаў з розных куткоў Беларусі. Кожны дзень у эфіры гучаў один верш. Старые поэты, молодые, от 10-годовых до 90 годов. 2 нобелевские лауреаты, потом получились и замежники. Целый год под музыку Верди, из оперы Набука, учала вот этот верш на свободу. И вот мы потом их выдали, 365 вершев. Стала первая книга, и за ёй пошли остальные. Раз год эта книга вышла в перекладе на ангельскую «Poems on Liberty». Литерально месяц тому мне позвонили из Вашингтона, выходит сусветная антология поэзии по-ангельску. До нас вернулись с просьбой, можем мы из вашей книжки, вот один верш только из Беларуси мы берем, из этой книжки мы возьмем. И взяли верши девушки, непрофессийной поэтки с Дзяржинска. Теперь он будет у этой сусветной антологии поэзии. Сёння Радыё Свабода прынесла для ўсіх вас вялікую колькасць падарункаў. Падарункі гэта кнігі, гэта дыскі, якія выдаваліся менавіта у гэтай серыі. І ёсць у нас лісткі паперы А4, ёсць асадкі, і на працягу ўсёй вечарыны мы прапануем вам пісаць вершы пра свабоду, пра Беларусь, пра сядзібу, пісаць тут альбо занатаваць тое, што вы напісалі раней. І мы будем напрыканцы нашай імпрэзы абменьваць вершы на кнігі. То бок вам кнігі, нам вершы з подпісамі аўтараў гэтых кніг. Ну і пасля мы гэтыя вершы апублікуем альбо на сайце Радыё Свабода, альбо ў нашых суполках, на нашых ресурсах. А цядзібы ўжо паглядзім, якая будзе вартасць гэтых вершаў. 812 год. Сустрэўшы на дарозе бабулю-селянку, Наполеон саскочыў с коня и запытался, кому назычить перамогу, французам ці расейцам. Старая мудрая беларуска сказала, гоните хлопча москалёў так далёка, каб не вярнуліся ні яны, ні вы. Пачалася расійска-японская вайна. Фельдфебель збірае солдатаў и выступая перед ими с промовой. Ну, братцы, это сдались. Государь объявил войну японцу. Значит, пойдем бить жидов и поляков. Читаю вам фрагмент с отказу на пытанне, ці знаходзіцца ў маім літарацкім жыцці месца футболу. Яно знаходзіцца, і пра гэта сведчыць верш, які я прысвяціў папярэдняму чэмпіянату свету, які адбыўся ў Паўднёва-Афрыканскай рэспубліцы. Верш называецца «Секс придумали зулусы». Секс придумали зулусы у саванне, ванне, раннем, с вылежанкою на стайне, с жонкою родной спальни, на лиянах и обрусах, на своим строкатом стязе, на горищте в златой празе. Секс придумали зулусы в кабинете, на кассете, у валете, под трибунами в клозете, на челнах и в интернете, в сельсовете и у Лусе, мисс Гибонов на сафари, у футболце с Че Геварой. Секс придумали зулусы, вечный, спрэчный, небяспечный, як пенальти бессердечный, под кустом и шляхом млечным, с уругвайкой да индусом, на снеданок и в сиесту, перед тем, як тебе съесть. Секс придумали зулусы с твистом, свистом и расистом, с рефери и футболистом, за бильярдом и за бистом, с украинкой и тунусом. Петр Садовский, что за шибалет?
Ой, слухай, Слава, я ж не збирався виступати. Ви ж по радіо сказали, я просто прийшов послухати. Я повинен сказатися больним, як я розумію. Олег не прийшов. Ні, ну, неправильно. Ну, а що? Два слова. Слухайте, а тебе книжку можна А знайти? ось у нас може. Нема ні книжки. Слово «шибалет» у Пушкина в 10 главе Евгения Онегина. Там есть такие рядки. «Авось, о шибалет народный, тебе б я оду посвятил, но стихоплет, я там, родный меня уже предупредил. Предупредил, у сенсе обогнал. Спритнейший был и написал про это слово «шибалет». Шибалет на иврите, на одним из диалектов, значит колос, друистая криниця, яка живить великую раку, і галінка древа. Це нечто, з чого все починається, скажімо так, метафорично. І однойчі гіліадіти побили, розбили ефреїмітів. А яны мало чим адрознівалися, форми тоді військової не було, по кустах поховалися і йшли через Йордан. І переможці питалися переможених: ти хто? Ефреїміт чи гіліадіт? Коли яны казали, так, я гіліадіт, яны казали їм: а ну-ка скажи слово «шибалет», а у їх гука що не було, яны казали «сибалет». И 32 тысячи ефреемитов поклали на берегах Йордану. Ну, вот это такая приповесть, такая парабола со Старого Заповіту. И я взял ось такую назву, потому что мы живем в условии, и когда слово возникает, это певная трагедия для меня. Ходили мы вдвоих. Однойче хлопец захворел, и мне пришлось одному идти. Мы, звичайно, в багажі крали снопы льону, полили, как с факелами шли через лес. В той раз я думал, что это собаки. После войны у нас шмат было собак. От немцев поставались овчарки. И вот я вышел, гляжу, шевелятся как бы кусты. Не кусты, собаки подбегают. Нюх-нюх. Я спужался. Не могу рассказать. Короче, кажучи, меня обоссали волки, а не собаки. Я думаю, что они меня... Все, теперь уже читать уже не выпадает. Теперь уже не выпадает. Пришел я в школу, покуль дошел, я сейчас звеню и смерджу. А там уже техничка ее зовется, яка полила по-нашему щиток эту группку. И она говорит: Петька, что ты так смердишь? Ты полився. Я говорю: а его собаки, вот это самое. И наш: Петька, это ж не собаки, это ж волки. Волчина ж смердить не будет. Короче, снялась меня, все вымыла, поклала за печь. Я, значит, и спал до первого, до некого урока. У Бони я жил. Это первый амбассадор у 3 года. Белорусский. Был запрошен я на один корабель на Балтийском море, там амбассадоры обмірковували, нечто выпивали, селедкой закусывали и зробили, вот як сегодня, споборництво. Кто больше проспевает песен народных своей краины. Своей краины я веду шмат, а я кажу: давайте я буду спевать с немецкими депутатами Бундестага. Я их переспевал. Я проспевал 36 строфов кожной народной немецкой песни. И споборничал с немцами, которые стояли. Я вам приспеваю одну песню, и вот я закончил, она бравурная. Правда, такая трошки кабаретная, ненародная. Klein Mädchen ging spazieren, für die Reihe, für die Rung, und sie pflückte roten Mond auf der Straße nach Dijon. Und sie pflückte roten Mond auf der Straße nach Dijon. Ra-pa-pa-pa. Все. След мотылька Освальду Менску 2 дні назад за гэтую книжку Александр атрымаў узнагароду таварыства вольных літаратараў гліняны вялез. Дык вось, Александр, чаму Оспаль стаў беларускім героем, стаў у пантэон уваходзіць герояў беларускай літаратуры? Самое складанное в этой фразе, знаете, что было? В этой книзе написать первый радок этого сказа. 7 студня о 8 годин 23 хвилины. Я шукав час прибиття этого цягніка прикладно год.
Я звонил на чыгунку, музей чыгунки. В интернете, конечно, все обгледзел. Глядзеў, шукаў падарожнікаў, нідзе не было ніякіх раскладаў. Не знайшлі ніякага былога чыгуначнага інжынера, які калекцыянуе гэтыя расклады. Я знайшоў яго, прыйшоў ему до хаты, он сказал, я коллекционую 65-го года у меня, за 60-й нема. Кто из вас читал роман «12 стульев», ну это прикладно вот так выглядало, як пошуки этого апошнего стула. Пакуль урэшце цудом не высветлілася, што, оказывается, быў у Менску некалі библиотека чыгуначная. Так ее зараз нема, она переезжаю уже годов, не ведаю колькі, может 160. И где-то она там закрытая в бакгаузах. Я пошел звонить, и нашлись люди. Они пошли в этой бакгаузе, они открыли, они развязали пачки, они нашли. И одной ночью мне позвонили и сказали, 8 магазинов, 23 хвилины. У нас есть передача на Белсаце «Тыдзень з Радио Свободы», «Зона свободы» теперь это называется. И вот однойчы Александр запросил меня, он автор и ведущий этой программы, запросил меня в студию, как раз у те дни, когда первое попереджение было сядзібе БНФ выселяться. И Александр, мы стали говорить, и он, между прочим, задал питание, я говорю, треба будет шильду повесить, он задал питание, а где ты еще повесил, назови. Я помню, 8-10 назвал еще место, где отбывалось змагання свободы. И раптом с этого народилась идея. 100 адресов свободы. Показать 30 апошних годов змагання за свободу. 10 перемагали, 10 проигрывали, але мы так само маем историю змагання. И это вельми важная речь, это найновшая наша история. Когда почал я працаваць над этим, оказалось, что все забывается. Здавалось, что это было еще вчера. А люди уже не памятают. И не то, что мне хочется там робить, а потом я так уже роблю, як автору хочется. А автору здається, что я так под его подладил. Ты со мной скажешь, ясно, что не так. Я все равно по-своему роблю. А потом мне начинают рассказывать, когда уже про приколы, там, про мои книжки, там, да, вот, что я вырубил. Я ж серьезно отношусь, потому что, ну, книжки разные, не всюди там можно нечто здекваться над всеми темами, и над всеми авторами, над некоторыми можно, над некоторыми нет. И тут, значит, там мой сябр кажет, ну вот, например, мой шабалет, вот он говорит про слово мой шабалет, да? Говорит, ну, неправильно написано, как-то ж, ну, треба было балет мойши, да, вот написано. Ну, переплытанное слово, да? Працуем мы над книжкой «Імёны свободы», глядим иллюстрации. И вот на гравюре два героя нашей истории первой половины 19 стагоддзя. И они взялись за руки. Два хлопцы, мужные повстанцы, они взялись за руки. И мы с Геном кажем, ты гляди, кажем, они взялись за руки, да, вот так. И в этот час набор книжки рассыпается. И уже мы с Геном беремся за руки у жаху. Больше притемным робится святло, и мы даем урочистую присягу один одному больше не обмярковывать наших вот героев на иллюстрациях. И я уже збирався додому, а Гена каже, ти ведаєш, ти ще побудь все-таки со мной, попрацюємо ще разом. Вот. Так ти, Гена, ще вельми мужний чоловік. Мы почали «Ночную свободу» у 2006 году. Это была обніковая программа, але хотелось программу не про политику, затрымання, арешты и ператрусы, а нечто то, как уключил человек после политики, арешту, ператрусы, и расслабился. Я зрозумел, что любой написанный текст уже литература. И мне так сразу стало добро, что я все-таки правильных людей запрошаю до нас на читанки. А когда скончилась читанка, постало питание, что робить далей. Мы придумали барды свободы, на великий жаль, мне нема диска. А после оказалось, что бардов на шмат, и они талановиты. И они давно не сидят для костра, они десь выступают, збирают пляцовки, клубы, квартирники. Так что великий дякую Радио Свободы, что меня и вас познакомили с бардами. Вось, власне кажучи, все, что я вам хотел сказать, пробачьте, что не спевал. Ну, верш «Зорка свободы» такое, название примитивное, але ось такі верш. На скутых цемрою нябёсах святлом надзеі зіхаціць, у жывых заўжды, сэрцах народа, незгасным полымем гарыць, гарыць скрозь нож, скрозь слёзы і пакуты, скрозь пыл і пот,
скрозь боль і кров. Святлом сваім апаліць куты, і цемру зноў праводзіць днём. Услед за ёй узыйдзе сонца, рассыпіць промні па зямлі, напоўніць дзень цяплом бясконцам, жыццё да зерню ураллі. Дзякуй. Ты так жадала, каб я жыў, і кожны дзень на хвалі грэла. Ты так жадала, каб я быў, і мараю у сэрцы ўсё гарэла. Незнаёмы твой працяг, якім не бачна і не чутна, дзе будзе крочыць у абсяг моя душа зусім не хутка. Я быў і жыў, як ты жадала, я скрозь цябе знікаў усюль, дзе ты была, хіба чакала. Ну я пайшоў тады, пакуль. І, ну, таке слово по верлібру на тему свободи. От що для мене власне ось свобода, і ось нечто таке, тут не усталося. Дві стежки розійшлися у лісі. Я пайшов менш ходжений. Наканування ці просто імкнення, але питання губляє сенс, бо розумію, свобода – це право на самую неходжену стежку. Я хочу признаться, это не мой верш, это верш моего сябра, який написал его, когда я еще учился в школе, и зараз я мне смс-ки переписал, потому что я не хотела его вам прочитать. Вот, я тут крыху переписала, а остальное я буду читать с телефона. Ми шукаємо свободу у словах і думках, ми шукаємо свободу у кишенях без сумках, ми шукаємо свободу там, де меншість народу, а може вона не де тут? Ми шукаємо свободу у книгах, газетах, ми шукаємо свободу на плитках, касетах, ми шукаємо свободу, ми йдемо супроть моди, а може вона справді не йде тут? Ми шукаємо свободу на вулиці, у хаті, ми шукаємо свободу у старим та дитяті, ми шукаємо свободу супроть власної вигоди, де нешта не можемо знайти. Ми шукаємо свободу, шукаємо, де хочемо, ми шукаємо свободу без ліхтарика ночі, ми шукаємо свободу, ми шукаємо пригоди, а все ніяк не можемо знайти. Ми шукаємо свободу у тварах, у серці, ми шукаємо свободу на кавалку паперці, ми шукаємо свободу у юнацькі годы і амаль стратили надію. Ми шукали свободу, ми примаш уключали, ми шукали свободу, шукали ухвалі, ми шукали свободу, радіо «Свобода», один свіжий удих повітря, один наша надія. Одна книжка вам, а другая 100 адресов вашему сябру. А пошли я бы тишиня вообще. Я думаю, что просто был не готов. Они написали, что для блокования... Куда там копать?